Неповторимая восточная музыка, песни, уникальные голоса актеров покоряют зрителей Крымско-татарского театра. Добрая атмосфера старого города в лучших традициях азербайджанского фольклора. Это спектакль «Ашин Мал Алан», созданный по мотивам оперетты композитора Узира Гаджибекова, которой более 100 лет. «Ашин Мал Алан» – гимн высоким человеческим чувством и сегодня нисколько не утратил первозданности. Здесь сохранен национальный колорит и юмор. Музыкальная комедия дарит зрителям заряд положительных эмоций, необыкновенно светлый, динамичный, яркий спектакль, как лекарство получше современных антидепрессантов. Смотреть представление без улыбки просто невозможно. Затаив дыхание, зрители следят за развязкой любовной истории. Молодой купец Аскер мечтает жениться на той, которую выберет лично. Между тем, мусульманский обычай запрещает мужчине видеть невесту до свадьбы. Поэтому он решает переодеться в костюм бедного Аршин Малчи, уличного торговца тканями. Говорит самому близкому своему человеку, это тете, о том, что он хочет жениться, и в процессе всего друг ему помогает найти девушку, подсказывает, как найти девушку, как увидеть девушку. Вот. Причина в том, что Аскер, мой герой, он сначала хочет увидеть девушку, а потом уже на ней жениться. «Ашин Мал Алан» – спектакль вечно молодой. Темы, которые в нем поднимаются, как показывает жизнь, не устаревают. Я играю в спектакле тетушку главного героя Аскера. А какая она, расскажите? Ну, какие бывают тетушки? Добрая, заботливая, переживающая за все. По вашему мнению, вот эта история любви, она вот до сих пор актуальна? Конечно, любовь всегда актуальна. Аскер все-таки находит невесту Гульчире, которая также в него влюбляется. Эта героиня очень мне по душе. Она схожа со мной. Я тоже такого мнения, что нужно выходить замуж за любимого человека, а не за того, кого тебе посоветовали или же закрытыми глазами тебя выдают замуж. В спектакле все сцены плавные, отдельных номеров нет. Здесь элементы не просто игровые, музыкальные. За счет того, что крымско-татарская и азербайджанская культура максимально близки, и у нас такие общие истоки, это довольно легко сделать. Идеальное сочетание, когда красивые наши национальные танцы между собой переплетаются, точно так же национальные костюмы обретают такой общий колорит. Мы привнесли, конечно, больше азербайджанских элементов, но мне кажется, как крымско-татарскому зрителю, так и азербайджанскому, это будет все выглядеть максимально как родное. Судя по овациям, зрители в восторге. За 2 месяца подготовки к спектаклю рождались новые идеи. Да, был опыт работы с этим спектаклем. Когда-то в театре я в свое время играла одну из ролей, но, на мой взгляд, это лучшая версия. Это произошел ввод новых актеров. Мы постарались сделать другие декорации. Мы пошили новые костюмы на балет и на некоторых персонажей. Сколько бы лет ни прошло, эта музыкальная история трогательной любви Аскера и Гульчире будет волновать сердца еще многих поколений. У коллектива Крымско-татарского театра еще множество творческих задумок. Вскоре на суд зрителей представят спектакль «Асылзаделер», концертную программу «Шелковый путь», также идут репетиции Бахчисарайского фонтана. Однако по какому произведению и в каком жанре будет создан спектакль, коллектив пока держит в секрете. Сабина Дениева, Алим Сейдалиев, телеканал «Милет».